На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В маршруте Атара-Абхазская, Ракич, Тамыш, Гал, Ингургес. Президент Абхазии Аслан Бжания совершил рабочую поездку по восточной части республики. Призвали отказаться от рассмотрения законопроекта об апартаментах. Ученые и представители творческой интеллигенции обратились к депутатам парламента. Главная подготовка ночная. В Министерстве обороны Абхазии подвели итоги за август. Президент Аслан Бжания принял участие в открытии восстановленной после пожара средней школы села Аракич. В преддверии 1 сентября глава государства поздравил всех учащихся с началом учебного года и поблагодарил меценатов, участвовавших в восстановлении здания школы. Случилась беда, сгорела школа. Многие переживали, что к 1 сентября невозможно будет восстановить здание и начать учебный процесс. В мире происходит много чудес благодаря достойным людям, которых в Абхазии немало, сказал Бжания. Президент рассказал о добрых педагогических традициях Аракичской средней школы. Выпускники этой школы неоднократно подтверждали высокий уровень своих знаний. Уверен, что дети, которые пойдут здесь в 1 класс, покинут стены этой школы высокообразованными людьми. Желаю всем успехов, сказал президент. Он выразил признательность руководству администрации Очимчирского района за содействие восстановлению обгоревшего учебного заведения, а также депутату парламента Резу Зантария, оказавшему финансовую помощь в восстановлении школы. Кроме того, президент Аслан Бжания посетил школу в селе Атара Очимчирского района. Глава государства осмотрел ремонт, который завершился перед началом учебного года. В здании были заменены кровля, окна, полностью проведены внутренние работы. Бжания вручил директору школы Светлане Будба сертификат на приобретение компьютерной техники и выразил уверенность в том, что после ремонта в школе будет больше учащихся. 31 августа Аслан Бжания ознакомился с ходом работ по укладке водопровода в селе Тамыш. Депутат парламента Резу Зантария подробно рассказал об этапах работ по обеспечению водоснабжения жителей села. Жители изъявили желание пользоваться питьевой водой из скважины, которую обнаружили в советское время. Вода была высокого качества, и ею пользовались на хлебопекарном заводе в Тамыше. Так как остальные имеющиеся в селе скважины и колодцы не соответствуют современным стандартам воды, было принято решение из собственных средств строить водопровод, пояснил Зантария. Протяженность работ составляет 15 километров. На 9 миллионов рублей были приобретены трубы, пробурили скважину, построено водозаборное сооружение, доложил президенту депутат парламента. В Министерстве обороны Абхазии подвели итоги за август, наградили отличившихся и обсудили планы на осень. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Август – наиболее сложный месяц в плане подготовки штабов и войск. Так утверждают в Генеральном штабе. Рассказал его глава и о том, как проводились совместные учения с вооруженными силами Российской Федерации. Мы провели тактико-специальные учения подразделений специальных войск, летно-тактические учения, в ходе которых войска решали учебно-боевые задачи, в том числе и с российскими войсками, по плану совместной подготовки вооруженных сил Российской Федерации и вооруженных сил Республики Абхазия. В ходе учений войска и силы показали возросший уровень полевой и летной выучки, способность решать задачи, характерные для современных боевых действий днем и особенно ночью. Ночная подготовка для вооруженных сил Абхазии – самый главный вид подготовки. Этому вопросу, по словам Савченко, будет уделяться самое пристальное внимание. Повышена мобилизационная готовность. Параллельно идет репетиция Парада Победы. Мы достигли положительных результатов и в плане повышения потенциальных возможностей вооруженных сил. Эта задача находится на особом контроле главнокомандующего вооруженными силами, президента нашей страны, правительства страны. Тем более на эти цели выделены немалые средства. И в этом плане значительно повышена техническая оснащенность вооруженных сил, повышена боевая и мобилизационная готовность. Отмечу, что результаты достигнуты достаточно положительные. В плановом порядке
мы проводим подготовку вооруженных сил к Параду Победы. Также в ходе заседания отличившимся военнослужащим вручили грамоты. За мужество и отвагу, проявленную в ходе тушения пожара 14 августа приказом министра обороны за номером 243 от 31 августа, поощрены военнослужащие Министерства обороны и Генерального штаба. А советник министра обороны Вадим Куртава рассказал о том, как представители Минобороны Абхазии участвовали в 11-й Московской конференции по международной безопасности. В этом году 83 зарубежные компании участвовали в выставочной экспозиции, представившей свыше 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. 15 августа в рамках форума делегация Министерства обороны Республики Абхазия приняла участие в 11-й Московской конференции по международной безопасности. В мероприятии приняло участие свыше 800 делегатов из 76 стран мира. Конференция началась с приветственного адреса президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича, где он отметил, что продолжаются процессы формирования многополярного мира. Большинство государств готовы отстаивать свой суверенитет и национальные интересы, традиции, культуру и уклад жизни. Более детально итоги августа и планы на предстоящую осень Генеральный штаб обсудил за закрытыми дверями. Марьяна Котова и Нала Гухава, Абаза ТВ. Представители творческой и научной интеллигенции 31 августа обсудили и приняли обращение в адрес спикера и депутатов парламента Абхазии. Выступившие отметили, что реализация проектов, заложенных в законопроекте об апартаментах и апарт-отелях, несет угрозу национальным интересам страны, в первую очередь демографической ситуации, вызовет неуправляемые миграционные процессы, нанесет непоправимый урон экологии, историческому и архитектурному облику городов и сел республики, среднему и малому бизнесу. Авторы обращения считают, что проект закона об апартаментах противоречащим интересам страны и народа и призывают народных избранников отказаться от его рассмотрения. Снижла рейзера парламента депутатша шошха апхерах ахцой акпи. Хохин пишил барышти за апартамент корргул резко закон псарат проектва и рыц ошаттара шазгоцна урт аныш куларц. Айбетпи. Апхи шургуларц олигарх шор интерес куракунко шалы кубопсна дгил а стратегият интерес. Арина хоскинарца улон шазгоцарц аси пшихо глобал планка хавилар мачер турус блахинцар пепш папсула янапшур шалшу. Хатырызку парламента хада. Хатырызку жилар депутатш. Гуянагуй. Я шурфшып хогора. И каштарым хоршейше змамагха. Шарачину ашалрым хзин. Бжитарала шалыз хыз шижлар роб. Осанакха шацныкха шижлар ха, шижлар гогра. Отчет заседания творческой и научной интеллигенции в Абхазском институте гуманитарных исследований смотрите в нашем эфире в пятницу, 1 сентября в 20:00. Напомним, ранее к парламенту с призывом вернуть закон без рассмотрения обратились депутаты Гудаутского, Пицунского и Гулрыбского районных собраний. Против рассмотрения данного законопроекта выступили также ряд партий и общественных организаций. Накануне Абхазское народное движение выиграло очередной суд против Генеральной прокуратуры. Кассационная коллегия Верховного суда Республики Абхазия оставила в силе постановление Сухумского городского суда от 29 июня, которым признано незаконным бездействие генерального прокурора Абхазии Атгура Агрба по организации проверки сообщения о возможных хищениях при приобретении материалов для капитального ремонта высоковольтной линии Ачгуара. Генпрокурор обязан незамедлительно устранить допущенные нарушения. Гражданин Абхазии Нокри Гаделия был задержан за применение насилия в отношении сотрудника власти, сообщает Генпрокуратура. Сообщается, что машина Honda, за рулем которой находился 26-летний Гаделия, стояла в зоне пешеходного перехода на республиканской трассе в Гагре. Инспектор ДПС, лейтенант милиции Бигян, попросил у водителя права и хотел пресечь нарушение. Гаделия, выражая явную неприязнь и осознавая противоправный характер своих действий, спровоцировал конфликт и ударил Бигяна в лицо кулаком.
Возбуждено уголовное дело по решению суда Гагарского района, но Кригаделия заключен под стражу на 2 месяца. 15-летняя Алина Смирнова из Вологды спасла 9-летнего Матвея Паламчука из Нижнего Тагила. У мальчика во время купания в море свело мышцы судорога, и он стал захлебываться, сообщает пресс-служба МЧС. ЧП произошло 26 августа на одном из пляжей Пицунды. По словам Алины, купаясь в море, она заметила, что нырнувший под воду мальчик долго не выныривал. Девушка бросилась спасать ребенка. Все закончилось благополучно, отмечается в сообщении. В руководстве МЧС Абхазии отметили высокие личностные качества Алины Смирновой, чьи грамотные действия спасли жизнь мальчика. Министр здравоохранения Эдуард Будба посетил инфекционную больницу Сухума, где в эти дни выдерживают пиковые нагрузки. Вместе с начальником управления здравоохранения администрации столицы Ирмой Воуба и главврачом Астамуром Гуния министр ознакомился с работой медучреждения. Смотрите материал пресс-службы Минздрава. Министр здравоохранения Эдуард Будба проинспектировал работу столичной инфекционной больницы. В летний курортный сезон количество обращений в инфекционную больницу Сухума традиционно растет. В этом году ежесуточно врачи оказывают медпомощь около 150 пациентам. Об этом главе Минздрава доложил главврач медучреждения Астамур Гуния. Если в предыдущие годы летом медперсонал был в основном сосредоточен на ротавирусных заболеваниях, то в этом году картина существенно изменилась. В республике все чаще вспыхивают такие инфекции, как коклюш, корь, ветрянка. Сыграв на опережение, руководством Минздрава было принято решение об открытии так называемого мельцеровского бокса. В боксированное отделение госпитализируют больных со смешанными болезнями, с неустановленным диагнозом, находившихся в контакте с больными особо опасными инфекциями. Некоторое время назад, в прошлый мой приезд, мы со Астамуром Карбеевичем и Ирмой Джумкиной говорили о том, что особо опасные инфекции они присутствуют в нашем обществе, поэтому крайне необходим мельцеровский бокс, который благодаря помощи правительства был сделан и отремонтирован с нуля на территории инфекционной больницы. Колоссальную помощь принес сейчас нашим гражданам, тем людям, которые нуждаются в такой медицинской помощи. Значит, вот Астамур Карбеевич говорил, что поступала корь, особо опасная инфекция, другие виды инфекций. Вот сегодня тоже лежит пациент с подозрением на менингококковую инфекцию в специализированном мельцеровском боксе, который сделан по всем нормам санэпидрежима с 2 санпропускниками. Вот сейчас мы говорили о том, что соседний бокс тоже, наверное, будем искать финансирование для того, чтобы обеспечить инфекционную больницу дополнительным мельцерским боксом, потому что, учитывая те реалии и нагрузки, которые есть сегодня в республике в плане инфекционных составляющих, он крайне необходим. Очень много у нас инфекций, которые нельзя смешивать. По мнению главврача больницы Астамура Гуния, вспыхивание инфекционных заболеваний спровоцировано пренебрежительным отношением граждан к вакцинации. В этом году мы столкнулись с тем, что количество больных разными инфекционными заболеваниями резко возросло. По всей видимости, это связано еще с тем, что и количество отдыхающих у нас, наверное, возросло. И с этим тоже связано, естественно. Ну и почему-то в последнее время наши люди, наши граждане очень неохотно стали прививаться от разных болезней, в том числе коклюш. Вот в этом году очень много больных у нас было. В основном это все младенцы. У нас были даже 20-дневные младенцы у нас лежали, месячные, 5-месячные, очень много их было. И сейчас в данный момент тоже проходит лечение. Вот. И понимаете, вот мельцеровский бокс, вот только мы закончили ремонт, буквально вот на следующий день у нас вот поступила корь, это особо опасная инфекция, которую нельзя смешивать с другими инфекциями. И благодаря тому, что уже у нас был готовый бокс, мы убрали оттуда больных с коклюшем и положили туда больного с корью подтвержденного. И как бы я думаю, что мы таким образом распространению воспрепятствовали кори. Это особо опасная инфекция, очень летучая инфекция, очень контагиозная, заразная инфекция. Но благодаря вот этому боксу у нас получилось отграничить его и воспрепятствовали распространению. На сегодняшний день инфекционная больница оснащена всеми необходимыми медикаментами, как для оказания экстренной помощи поступающим пациентам, так и для планового стационарного лечения.
Большое количество обращений, да, в инфекционную больницу. Мы видим отзывы, которые идут со стороны тех людей, которые сюда обращаются. Практически, и я бы сказал, я не слышал таких ситуаций, когда люди со стационара данного уходили в аптеку для приобретения тех или иных медикаментов, раствор, систем и так далее. Все на месте обеспечивается в инфекционной больнице. Поэтому это хороший посыл. Я думаю, что и в будущем мы будем также коллегиально подходить ко всем сложным вопросам, чтобы пациент не страдал. Открытие Мельцеровского бокса в столичной инфекционной больнице – существенное подспорье в плане погашения очагов распространения инфекций разного плана. Вместе с тем в Минздраве отмечают, что для полноценного функционирования медучреждения одного бокса недостаточно. С начала года более 8 тысяч амбулаторных пациентов прошло через инфекционную больницу. Городской город помогает стационарным больным. Одним словом, есть плотное взаимодействие со стороны городских служб, со стороны Министерства здравоохранения, но есть большой объем работы, который будет выполнен на территории инфекционной больницы, потому что с каждым годом количество гостей, приезжающих, увеличивается. Очень много поступлений амбулаторных. Мы уже говорили о том, что в пиковой нагрузке до 150 амбулаторных пациентов поступают в инфекционную больницу. Приехали наши коллеги из Башкортостана, которые в ротационном порядке, вахтовым методом на месяц приезжают в летний период уже второй год, за что отдельная благодарность нашим российским коллегам. Но нагрузка не спадает, несмотря на то, что уже практически лето закончилось, в среднем до 120 пациентов в сутки все равно поступают в инфекционную больницу, это все равно и пока пиковые нагрузки. Глава Минздрава пообщался с пациентами, поинтересовался их нуждами, также поговорил с российскими врачами, которые командированы в инфекционную больницу и оказывают нашим медикам помощь. Эдуард Будба выразил им благодарность за их работу. Очередной груз от единого штаба помощи Донбассу доставлен в ДНР. Об этом сообщает руководитель штаба Вадим Мироненко. В помощь входят продукты питания, вещи для детей и взрослых, обмундирование для бойцов, форма, ботинки, термобелье, сапоги, а также небольшая партия медикаментов. Единый штаб благодарит всех неравнодушных граждан и предпринимателей за оказанную помощь и поддержку населения Донбасса. Абазат ТВ представляет 4-й выпуск из серии лекций о правах человека. Об истории развития прав человека и правозащитных институтов в Абхазии расскажет юрист-правозащитник Саид Гизердава. Когда мы говорим об абхазском обществе, надо понимать, что абхазскому обществу были присущи черты есть такой термин эгалитаризма. Это не совсем политическая свобода, но это равноправные отношения. Вот. И этот момент, безусловно, присутствует. Он виден, например, в том, что в Абхазии никогда, несмотря на все ее окружение, географическое, никогда не было крепостного права и крепостной зависимости, что также можно говорить о равенстве полов. Женщина обладала довольно свободным и равноправным статусом. Также можно вспомнить о существовании такого демократического института, как сходы, которые существовали на разных уровнях. Это были и на более низовых, и нам известно о том, что у нас и общенародные сходы были, в том числе можно сказать, что они были и политического характера. Безусловно, можно сказать, когда на одном из таких сходов абхазский народ выразил свое отношение к крестьянской реформе. То есть этот сход определенно можно назвать политическим и реализацией политических прав. Снят новый фильм молодого, но уже достаточно известного режиссера Сандро Аблоти «Дзыдлан». По словам самого режиссера, этот фильм, носящий имя древнего абхазского божества воды, рассказывает о проблемах экологии в Абхазии. В частности, загрязнение рек и озер, заповедников. Фильм снят при поддержке благотворительного фонда социально-культурных инициатив.
Этим фильмом мы хотели затронуть проблему экологии в Абхазии, загрязнение рек и озер, загрязнение заповедников. Хотел бы поблагодарить благотворительный фонд социально-культурных инициатив. Мы снимали этот фильм на мини-грант, и я считаю, фильм вышел очень даже хорошо. По ходу создания сценария это сперва был артхаус с элементами мистики, но потом в самом конце он преобразовался в художественный фильм в жанре драма-фантастика. Главную роль исполнила Анастасия Жиба, она модель. Также основные роли исполнили Нар Нанба, Лия Матуа. Зызлан, Сараксаму, Усхак, Ахамсар Януба. И фильм снимался 4 дня, и, я не знаю, это были лучшие 4 дня этого лета. Перед созданием сценария я изучил всю историю Дзызлан, и в фильме вы можете увидеть ее характерные элементы, например, ее светящиеся глаза, ее длинные волосы и вообще ее способность привораживать мужчин. Те, кто не попал на премьеру в Абхазском театре, могут попасть на кинофестиваль Абхаздеска 31 числа в 5 вечера в Руин-баре. Также фильм уже доступен на YouTube. Сегодня была премьера, и были не только зрители, но и профессиональные режиссеры. И очень было приятно слышать хорошие слова от них. И даже порекомендовали участвовать в фильме, но не знаю, как пойдет. Самое сложное, наверное, было, когда надо было пойти в воду. Но из-за того, что мы поехали в 5 утра, было очень холодно. Не хотелось как бы подводить команду, но они очень хорошие ребята, и в итоге я не залезла. И вообще очень хорошие люди. С ними было очень интересно работать, и каждый день проведение съемок был какой-то интересный и необычный. Сыха, Ибзым Другадары Рачоу. Я очень рад, что Сандро Аблоти пригласил меня в фильм «Дзызлан». Это для меня первая роль, и я сомневался, но когда он сказал, что напишет саундтрек к фильму, и музыка, и слова «Карма», я сразу согласился, потому что мне очень понравилась песня. Роль Саида Шатба она отрицательная, но в конце он все равно показывает свои положительные черты, он объединяется с главной героиней. Мне все нравится. Если еще раз пригласите, я с удовольствием соглашусь. Фильм Сандро Аблоти «Дзызлан» смотрите в нашем вечернем эфире в 21:00. По инициативе нашего соотечественника, художника Исхака Кушха в Национальной библиотеке Республики Финляндия Хельсинки были созданы отделы абхазской и адыгской литературы, а также в библиотеке мировых языков. В эти дни Кушх находится в Хельсинки, чтобы пополнить отделы новой партии абхазских книг. В их числе сборники произведений абхазских писателей, научные издания ученых и публицистические сборники. Книги предоставил Институт гуманитарных исследований имени Гулия. Исхак Кушх является помощником министра культуры, представителем Министерства культуры Абхазии и Финляндии, создателем и руководителем Абхазского культурного центра в Хельсинки. Внимание! К сведению студентов и профессорско-преподавательского состава Абхазского госуниверситета. Согласно решению ректората АГУ, учебные занятия в первом семестре 2023-2024 учебного года начнутся с 12 сентября. Ликвидация академической задолженности студентов будет проходить с 1 по 11 сентября согласно расписаниям, утвержденным на факультетах. В Абхазии состоится технологический марафон для школьников детского технопарка из Татарстана. Образовательный марафон будет проходить с 5 по 12 сентября в городах Сухум, Гагра и Гал при поддержке Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству совместно с детским технопарком «Кванториум» из набережных Челнов. Торжественное открытие мероприятия состоится 5 сентября в 10:00 в Сухумской школе номер 1 имени Баграта Шинкуба.
государства. Программа марафона предусматривает проведение 96 образовательных мероприятий в 6 школах с использованием мобильной лаборатории на базе грузового автомобиля КАМАЗ. Сейчас о погоде. В пятницу, 1 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, атмосферное давление нестабильное, ветер слабый и умеренный, температура воздуха ночью от 19 до 24, днем от 28 до 33 градусов. Температура морской воды 28 градусов, волнение морской воды умеренное и значительное. Относительная влажность воздуха от 60 до 90%. И на этом пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире.